На веб-сайте Change.org была запущена акция по сбору подписей для освобождения уйгурского интеллектуала и писателя Ялкуна Рози, который был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Напомнив, что беспощадная политика Коммунистической партии Китая по уничтожению целой нации и ее культуры не обошла стороной такого уважаемого человека, как Ялкун Рози, председатель информационного центра Восточного Туркестана Абдул-Джалил Каракаш призвал выходцев из Восточного Туркестана поддержать эту акцию. Отметив, что арест писателя противоречит закону, Каракаш сделал следующее заявление. Среди миллионов уйгуров, содержащихся в концентрационных лагерях и тюрьмах, находятся ведущие ученые, деятели искусства и интеллектуалы. Ялкун Рози – известный ученый, литературный критик, педагог и писатель. Он посвятил свою жизнь интеллектуальному развитию уйгуров, публикации книг, написанию литературной критики, социально важных комментариев, статей об исторических исследованиях и проведению конференций по всему уйгурскому региону. Конгресс США призвал администрацию Дональда Трампа принять более жесткие меры по отношению к Китаю из-за давления, которое Китай оказывает на уйгуров в Восточном Туркестане. Согласно заявлению Комиссии по вопросам прав человека в Китае при Конгрессе США, 75 членов Конгресса и Палаты представителей подписали обращение, направленное госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину. Инициатором обращения под заголовком «Настало время наказать китайских чиновников, виновных в нарушении прав человека» выступил республиканец Марко Рубио. Конгрессмены и члены Палаты представителей призвали правительство США и мировое сообщество положить конец беззаконию Коммунистической партии Китая в Восточном Туркестане. Кроме этого, американские политики заявили, что Комитет ООН по правам человека должен провести внеплановое совещание, назначить специального корреспондента и направить его в уйгурский регион, где уничтожается институт семьи, культура, религия и поощряется насилие против женщин. Турецкое управление по защите персональных данных начало официальное расследование в отношении китайского приложения TikTok. В сообщении агентства Анадолу по этому вопросу говорится, управление приняло такое решение в связи с участившимися сообщениями об уязвимостях приложения по вопросам сохранности и индивидуальных данных. Предполагаемые уязвимости заключаются в следующем: запись звука и видео, даже если телефон выключен, загрузка программ и файлов, сбор и отправка данных о приложениях, загруженных в телефон, сохранение IP-адреса и данных беспроводной сети. В Турции TikTok пользуется около 30 миллионов человек. Военные учения Китая у спорных островов Южно-Китайского моря носят чрезвычайно провокационный характер. Такое мнение выразил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео. Америка соглашается с нашими друзьями из Юго-Восточной Азии. Военные учения Китая в спорных водах Южно-Китайского моря носят чрезвычайно провокационный характер. Мы выступаем против неправомерных претензий Пекина, написал он в Твиттер. Основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай. О своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины. Вчера премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил неожиданный визит в регион Ладак в северных Гималаях на границе с Китаем. Моди в сопровождении генерала Пепи Наравата и командующего сухопутными войсками Маноджа Мукунда Наравана встретился с представителями вооруженных сил на базе Нема. Ситуация в регионе осложнилась после столкновений, которые начались на границе в прошлом месяце и привели к гибели 20 индийских солдат. Согласно правительственным источникам, 43 китайских солдата были убиты или получили серьезные ранения.